Хайырлы күн, хаумагын. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я приветствую вас от имени факультета башкирской филологии. Являюсь деканом факультета Мусаинова Лейля Медхатовна. Расскажу вам о наших программах магистратуры и о форме испытательных испытаний. В этом году наш факультет предлагает две программы. Первая программа – теория и методика обучения родным языкам и литературе. Данная программа реализуется в дневной форме обучения. То есть, если вы поступаете по программе теория и методика обучения родным языкам и литературе, вы будете ходить на занятия, будете изучать программу очно. Другая программа «Восточные языки профессиональной деятельности» реализуется в заочной форме. То есть вы поступаете и будете изучать дисциплины дистанционно. Группа будет разделена на две подгруппы. Одна подгруппа изучает арабский язык, другая – турецкий язык. С целью программы «Теория и методика обучения родным языкам и литературе» является подготовка педагога высшей профессиональной квалификации, обладающего углубленным знанием в области родного языка, литературы, способного вести профессиональную исследовательскую деятельность в соответствии с требованиями развития науки с ориентацией на методическую составляющую образования разных уровней. По программе «Восточные языки профессиональной деятельности» мы предлагаем изучить следующие дисциплины. Это грамматический строй восточных языков, типология лексических систем и грамматических категорий арабского и турецкого языков, практический курс восточного языка профессиональной коммуникации, компьютерные технологии обучения восточным языкам и другие дисциплины. На слайде представлена информация об областях профессиональной деятельности и объектах профессиональной деятельности по данным программам. Видами профессиональной деятельности по программам магистратуры являются методическая и педагогическая. Программа «Восточные языки профессиональной деятельности» ориентирована на педагогических работников образовательных организаций, в том числе учителей полилингвальных школ, преподавателей, профессиональная деятельность которых связана с историей, культурой, политологией, экономикой Востока, исламоведением и теологией, специалистов, работающих в культурно-исторических и культурных организациях, а также для всех, кто интересуется восточными языками. Часто слышим, что же дает магистратура. Мы попытались дать ответ данному вопросу. Магистрант получает знания о современных достижениях в области теории и методики обучения родным языкам и литературе, о проблемах и направлениях развития языкознания и литературоведения, о современных методах использования образовательных информационно-коммуникативных технологий профессиональной деятельности. Уникальность программы «Теория и методика обучения родным языкам и литературе» заключается в следующем. Позволяет получить глубокие знания в области филологических дисциплин, развивает навыки исследовательской работы, обогащает необходимыми навыками проектной и организационной деятельности в сфере преподавания родных языков и литературы, предполагает активное использование интерактивных форм обучения, участие в работе научно-исследовательских молодежных школ, конференции, предполагает индивидуальный подход к магистрантам. Главное преимущество программы «Восточные языки профессиональной деятельности» – это практикоориентированный подход. Благодаря заочному формату обучения студенты могут совмещать работу с учебой.
Большинство курсов программы преподаются ведущими специалистами-практиками. Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения в академической среде и возможность получения международного сертификата. Наши магистерские программы предусматривают освоение следующих модулей. Это методический модуль, научный модуль и языковой и литературоведческий модуль. Как было уже сказано, форма обучения по программе «Теория и методика обучения родным языкам и литературе» очная. Срок обучения 2 года. Программа «Восточные языки профессиональной деятельности» предполагает заочную форму обучения. Здесь уже срок обучения 2,5 года. Вступительные испытания проводятся в формате комплексного экзамена по направленности, профилю подготовки. Комплексный экзамен состоит из 2 частей. Первая часть – это предметная, то есть вы проходите тестирование по программе «Теория и методика обучения родным языкам и литературе» или же по программе «Восточные языки профессиональной деятельности». На выполнение комплексного экзамена по направленности дается 60 минут. Работа включает в себе 30 заданий теста разной типологии. Оценивается по 100-бальной шкале. Балл выставляется за полностью верно выполненные задания. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья имеют право на увеличение времени, но не более чем на 1,5 часа. Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. Поступающий не имеет права во время вступительного испытания вступать в разговоры с третьими лицами, использовать справочные материалы, книги, записи, любые гаджеты, мобильные телефоны, планшеты, наушники, калькуляторы, дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что непосредственно используется для вступительного испытания. Идентификация личности абитуриента проводится через его личный кабинет посредством ввода персональных учетных данных, логин и пароль. Вы получили логин и пароль, пожалуйста, не теряйте. В случае, если что-то у вас не работает, просим сообщить нам заранее, до экзамена. По программе «Восточные языки профессиональной деятельности» мы указали 2 раздела, по которым подготовили тестовые задания. Первый раздел – это восточный арабский язык. Здесь в 2 подразделах даны вопросы. Первый подраздел – общетеоретические вопросы арабского языкознания, по этому направлению подготовлены тестовые задания. Второй подраздел – арабские заимствования в тюркских языках. Второй большой раздел – это восточный турецкий язык. Тоже 2 подраздела. Первый подраздел – общетеоретические вопросы турецкого языка. И второй подраздел – письменность тюркоязычных народов в религиозную эпоху. На сайте размещена программа вступительного экзамена, и там даны примерные тестовые задания. Например, первый тест там слово «цифра» в арабском языке означает, и даны 4 ответа: плюс, равно, 0, минус. Только 1 ответ правильный. То есть читаете вопрос и выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ. 2 ответа невозможно выбрать и не предполагается. Следующий вопрос только для примера. Сингармонизм в тюркских языках – это и ответы: закон гармонии гласных и согласных, ослабление звучания гласных, выпадение согласных, все вышеперечисленные. Вы выбираете 1 правильный ответ. Все это мы тестируем в дистанционном формате в онлайн-режиме. Вы сразу отвечаете, и ваши ответы поступают к нам. По программе
теория и методика обучения родным языкам и литературе. Тоже указывается два раздела, по которым подготовлены тестовые задания. Первый раздел – это методика преподавания родного языка. Здесь имеется 4 подраздела. 1.1 – это общетеоретические вопросы и методика преподавания родных языков. 1.2 – содержание, обучение и структура школьного курса родного языка. 1.3 – организация учебного процесса по родному языку в школе. 1.4 – изучение разделов науки о языке. Это вот одно направление, один раздел. Второй раздел предполагает вопросы по методике преподавания литературы. Здесь тоже есть подразделы, 3 подраздела. 2.1 – общетеоретические вопросы и методика преподавания литературы. 2.2 – содержание, обучение и структура школьного курса родной литературы. 2.3 – организация учебного процесса по родной литературе в школе. В программе тоже указаны примерные тестовые задания. По методике преподавания родного языка и литературы тестовые задания даны на башкирском языке. Как указано на слайде, комплексный экзамен включает написание и подготовку реферата. Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы. Реферат выполняется по одной из предложенных тем по выбору абитуриента. Выбор темы реферата определяется интересом автора к той или иной проблеме. При выборе темы следует обязательно учитывать значимость, актуальность и наличие источников. Желательно, чтобы проблема содержала элементы новизны, ориентировала на поисковое творчество, углубленное изучение рассматриваемого вопроса. Примерные темы рефератов также даны в программе. Некоторые из них я прочитаю. Например, темы рефератов по программе «Восточные языки профессиональной деятельности». Поэзия и проза Турции, основные жанры, тематика и произведения. Основные пути обогащения словарного состава языка. Турецкий язык и письменность. Сравнительный исторический метод языкознания. Роль традиций в восточных обществах. Восток, формация и цивилизация. И другие темы. Вы выбираете ту тему, которую вы, наверное, хотели бы продолжить в виде научного исследования, уже будучи магистрантом. Можете предложить свою тему. В программе также указаны темы рефератов по методике преподавания башкирского языка и литературы. Прочитаю некоторые из них. Методические решения использования компьютерных технологий в организации исследовательской деятельности школьников. Методические решения изучения поэзии Равиля Бекбаева в школе. Методические решения изучения творчества Мажида Гафури на уроках башкирской литературы. Методические решения изучения творческого портрета Хирая Маргана. Формирование стилистических умений и навыков учащихся при изучении повелительного наклонения глагола в башкирском языке. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся посредством изучения творчества Назара Наджми и другие темы. По данной программе также вы имеете право предложить свою тему. Основным элементом также является список использованной литературы. Не забудьте, пожалуйста, после того, как вы завершили работу, реферат, указать использованную вами литературу. Здесь важно правильно составить и отобразить в соответствии с ГОСТом библиографическое описание источников. Объем реферата 15-25 страниц. Реферат выполняется на стандартных листах формата А4. Ориентация текста книжная. Лист располагается вертикально. Текст наносится постранично только с одной стороны листа. Двустороннее расположение текста на листе недопустимо. Шрифт Times New Roman. Кегель 14. В таблицах допускается 12. Межстрочный интервал полуторный.
Части реферата, которые указываются в содержании или оглавлении, должны начинаться с новой страницы, выделяться жирным шрифтом или заглавными буквами того же размера и располагаться по центру. Критерии оценивания. Основаниями для оценки являются актуальность проблемы и степень раскрытия темы, творческий подход при решении поставленных задач, способность кратко и грамотно излагать суть работы, вести дискуссию по проблеме, аргументировать выводы и суждения. Уровень подготовки, проявленный во время ответов на устные вопросы. Культура оформления представленных материалов. Реферат таким образом готовите заранее и отправляете, размещаете в своем личном кабинете. Уважаемые абитуриенты, большая просьба все требования соблюдать и, конечно же, не забывать о том, что экзамен вступительный проводится один раз, поэтому нежелательно требуем, чтобы вы вовремя зашли и выполнили тестовые задания, а также вовремя отправили нам ваш реферат. Далее у нас на слайде дана информация об руководителях программ. Программу «Теория и методика обучения родным языкам и литературе» разработала Галина Галимьянна, кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы. Здесь даны ее телефоны, контактные телефоны и указан адрес, где расположен наш факультет. Если у вас есть какие-то вопросы по программе «Теория и методика обучения родным языкам и литературе», вы можете связаться с руководителем, с Галимой Галимьянной. Добавлю, данная программа уже опробирована. Мы в 2020 году набрали одну группу. По данной программе одна группа на дневном отделении. Вот первый курс завершили, перешли на второй курс. Вы будете вторым набором. Возможно, в будущем мы предложим уже другие программы. Как правило, по магистратуре мы программы меняем. Вторая программа «Восточные языки и профессиональной деятельности» совершенно новая программа. Только в этом году мы предложили, возможно, на следующий год еще предложим. Программа разработана мной, также Ягафарова Гульназур Фаизовна вот здесь представлена. Она является ведущим научным сотрудником Института истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Она является специалистом по турецкому языку. Куланчин Айтуган Юмабаевич является специалистом по арабскому языку. Он является руководителем Центра восточных языков Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. На слайде указаны контакты Айтугана Юмабаевича, электронная почта тоже его. Если у вас есть какие-то вопросы, независимо от того, то по турецкому языку, по арабскому языку, вы можете отправить или позвонить ему, он вам даст ответ. Если же нужен ответ специалиста, например, по турецкому языку, то вы можете выйти и к Гульназ Нурфаизовне. Мы, конечно же, ваши вопросы без ответа не оставим. И на последнем слайде даны также общие контакты. Здесь я указала свой телефон, Лилия Медхатовна, это мой телефон, и указала телефон Лилии Эдуардовны, она является техническим секретарем приемной комиссии в этом году. Все документы приходят к ней. Она ваши документы получила, оформила вас в качестве абитуриентов, и, Аллах верха, надеюсь, когда пройдете успешно все вступительные испытания, она вас оформит уже магистрантом. Также здесь, на этом слайде, указан электронный адрес нашего факультета, деканат ФБФ. Если у вас какие-то вопросы появились, вы можете отправить свой вопрос по электронной почте. Мы обязательно на ваш вопрос, на ваше письмо ответим. Хурбатлы абитуриенттар, уважаемые абитуриенты, вкратце я рассказала о программах,
и предстоящих испытаниях. Большая просьба не забыть даты, не потерять пароль и логины. Ждем вас в день испытания вовремя, чтобы прошли тестирование успешно, ответили на все вопросы. И всех тех, кто пройдет успешно вступительные испытания, ждем на факультете в качестве магистрантов. Желаем от всей души вам удачи, успехов во время вступительных испытаний. Ихлас көңілден һеҙгә ҡабул итеү имтихандарын һәйбәт итеп тапшырырға һәм беҙгә ҡыҙыҡһынған, фән менән ҡыҙыҡһынған, үҙенең киләсәген, карьераһын хәстәрләгән магистрант дип факультетта көтөп ҡалабыҙ. Уңыштар һеҙгә, һеҙҙе көтәбеҙ.